тяжелейшей весовой категории. Это главный карт AC Young Eagles под номером 17. Представляем героев этой схватки. Спортсмен в синем углу. Ему 23 года, официальный вес 57,1 килограмма, рост 170 сантиметров, профессиональный рекорд. 4 боя, 4 победы. Его базовый стиль ММА. Он представляет Республику Кыргызстан, Бишкек. В синем углу Шабдан Сарыков. И его соперник в красном углу. Ему 20 лет, официальный вес 57,2 килограмма, рост 178 сантиметров, профессиональный рекорд. 5 боев, 5 побед. Его базовый стиль ММА. Он представляет Россию, Грозный, Чеченскую республику, красном углу Хасан Бисултанов. Рефери поединка Герихан Шабилов, Магас. Ну, все-таки давайте согласимся, в 19 лет 5 боев, 5 побед, это круто. Ну, а как по-другому скажешь? Да никак. Очень талантливый парень. Очень тяжелые руки. Ноги у него вообще очень... И это при таком легком весе. Да, большой арсенал именно ударной техники у Бисултанова. Ну и соперник у него не подарок. 4 победы, причем в основном досрочные. Точнее, все досрочные. Не просто так, и все в первом раунде. Не просто так не упрыгнули. Я вот размышлял, все-таки в Гран-при, да, есть альтернативный боец в Гран-при наилегчайшего веса. Но в случае успеха, вот кто-то из этих парней тоже смогут рассчитывать, если там больше одного человека кто-то выпадет, выйти на замену. Да, но, скорее всего, в регламенте прописано, что в первую очередь выходить будут те, кто в альтернативном бою победил. Напомню, москвич Иван Паршиков победил 57 весовой. Отличная память. Очень там... Да нет, я просто... Как выяснилось, у них в зале несколько раз как бы мы пересекаемся. Слушайте, а тут вполне себе может быть тоже удушающий поединок, удушающий прием. Готов постучать уже, кажется, Шабдан Сарыков. А нет, хотя, конечно, ноги не заправлены, поэтому... А видите, он не получается пока спину включить в это скручивающее такое движение. С этим связано. Нету. Сейчас пока скорее отсыхают руки у спортсмена. Ну, наверное, нужно что-то другое. Да, зря время, чтобы силы не тратить. Ой, посмотрите, сам накрылся. А не подставился ли он здесь? Хасан Бисултанов. Так что прям совсем. Боец-то у него не подарок, соперник. Ох, какой попытка свипа, но тут же. Ну да, талант — это, в числе прочего, и умение принимать правильные решения в очень сжатые сроки. Сейчас он, прямо скажем, в неплохом положении, хотя дважды только что был прям неудачным. Попытки снова Бисултанова выкрутиться из-под соперника. Очень мне симпатично, что Шабдан Сарыков те шансы, которые ему дарят, вполне себе сейчас использует. Хотя вот даже по скорости принятия решений видно, что Хасан Бисултанов боец серьезный. Принимает он решение быстро, как мы видим сейчас, частично ошибочно, но при этом не теряется. Стоят друг другу бойцы, это приятно отметить. Ну, собственно, на то это и главный карт. Много киргизских спортсменов сегодня, и выступали они в том числе и очень интересно. Ну да, как всегда, достаточно серьезная диаспора приезжает на турниры AC Young Eagles из Кыргызстана. Такое широкое представительство. Не то, чтобы много болельщиков здесь было, все-таки приехать сюда стоит денег. А посмотреть по телевизору можно и бесплатно. Но именно бойцы приезжают достаточно качественные, и многие в том числе побеждают.
Да, приезжать, не просто отбывать номер, это всегда радует. Да, ну и сейчас мы видим, что старается выжить максимум из сложившейся ситуации киргизский спортсмен, и многое у него получается. Вот я не понял, было ли здесь попадание в голову или нет, но удар был тяжелый. И сейчас попытка в маунт. Ничего себе. Включает, Садится маунт, сейчас и ножки, наверное, заправит. Да, и посмотрите, вот, попытка удушающего приема. Но тут же нейтрализовал ее Хасан Бисултанов, и к радости местных болельщиков он сам теперь в доминирующей позиции. Да, кстати, довольно много сегодня было случаев вот такого перехода из позиции бэкмаунта в гард. Вот, здесь локтями можно работать. А там интересно, знаете, как он не сколько локтем даже бил, а сколько локоть ставил на голову, на лицо и бил, получается, головой об клетку. Да-да. По крайней мере, такое впечатление сложилось. Я, кстати, не уверен, что это запрещенное действие. Скорее всего, вот, вполне себе в рамках правил. Ну, о чем, собственно, нет. Так завершается первый раунд. Да, несмотря на допущенные ошибки, в общем-то, все равно Хасан Бисултанов, возможно, даже этот раунд забрал. Но сильно не точно, потому что Шабдан Сарыков существенную часть находился в доминирующем положении и чувствовал себя там продолжительное время очень даже хорошо. Поэтому. Вот этот апкик хороший был, и попытка удушающего приема, но видно, что много сил забрала эта самая попытка удушающего приема у Бисултанова. Сейчас, возможно, для него главный плюс для него то, что поединок и сам раунд начинается, естественно, со стойки. И здесь он, если не позволит себя перевести или сам бороться не пойдет, может какие-то дивиденды из этого извлечь. Ну да, сегодня уже были бои, когда человек непонятно зачем сам шел бороться и за счет этого проигрывал. Были у нас такие моменты. Ну да ладно, непосредственно к этому поединку. Интересный бой. Киргизский спортсмен уже на середине. Все готово к тому, чтобы этот бой продолжать. Нет, не совсем все. Ну вот теперь все. Так восстанавливается Бисултанов такими большими вдохами. Энергозатратно получился первый раунд. Да, и чуть помедленней, вероятнее, он будет сейчас во втором. Это может оказаться значительным эпизодом, нюансом, так скажем. Хотя, вы знаете, все равно, даже если они сбавят скорость, это будет космическая просто скорость для представителей любых других весов, которые выше. Да, самый динамичный вес, 57 килограммов. И представьте, есть же еще кое-где в мире вес до 52 килограмм. А если вспомнить нашу родную дорогую греко-римскую вольную борьбу, то раньше была весовая категория до 48. То есть был легкий, легчайший, легкий, полулегкий, легчайший и наилегчайший вес. Вот, посмотрите, забирает спину. И какой удар интересный в исполнении. Очень редкий и трудно реализуемый. Почему? Потому что коленом хорошее колено, а хайкиком попасть довольно трудно. Вот сейчас коленом хорошо попал, кстати, Бисултанов. Да, коленом здорово. Клинч разорван. Ну, кстати, это первый, получается, второй раунд в жизни Шабана Сарыкова. До этого он выиграл все поединки в раунде первом. Тоже интересный эпизод. Новый опыт для него. Да, кстати, вот мы видим лицо Хасана Бисултанова. Тоже имеет некоторые повреждения. О, здорово, какой хороший сейчас лоу-кик. хорошо попал, добавил. Вот эти высекающие лоу-кики, знаете, такие лоу-кики, подсечки. Каратисты особенно славятся тем, что они используют лоу-кик, в числе прочего, именно как подсечку. Тайцы тоже это дело любят.
хотел киргизский спортсмен сделать проход под удары. Не получилось. Очевиден, видимо, это был план для Хасана Бисултанова. Колено добавляет Сарыков на выходе. Подсел, не позволил попасть. И сейчас контрит сам Бисултанов. Немного измотал Сарыков вот борьбой Бисултану. И чуть-чуть все равно видно, ему свежести не хватает. Посмотрите, еще покраснение на области селезенки. Очень редко так, с дальней дистанции точно пробивают апперкоты. Апперкот все-таки это в основном средняя-ближняя дистанция, а с дальней... Вот есть такой мастер Фрэнсис Нгану, сомневаюсь, что есть слушающие нас люди, которые его не знают. Но вот он чуть ли не в каждую вторую атаку апперкот вкладывает. Посмотрите, еще хоккей. И вот здесь вот апперкот как раз-таки с ближней дистанции, да? Уже со стороны Хасана. Джеб точно в цель пришел. Второй так вот по касательно все-таки не был столь акцентированным. Не позволяет себя перевести Бисултанов. Классическая защита. Вспомним первый раунд. Здесь он уже пробовал уходить на удушающий и тем упустил позицию. Здесь он такую ошибку повторять не стал. Я вот сейчас сам пошел. Переводит. Удержит ли? Да, удержит. Здесь в этом я, в общем-то, уверен. То есть очень хорошо получился у него вот этот перевод. Очень важно, кстати, перевод. И вот сейчас, вот если концовку еще заберет, додержит, да, соперник это контролирует, нанося определенное количество ударов, это будет очень весомой заявкой на победу в этом раунде. Да, это важно, учитывая, ну, условный неуспех в раунде первом. Видно, задышал немножко киргизский спортсмен. Непривычное для него ощущение, наверное, находиться больше 5 минут в клетке. Ну, там, судя по всему, он и целые 5 минут не проводил. Да. Верное замечание. Но это должно было когда-либо случиться. Опыт. Собственно, и логично, что в такой серьезной лиге, как ACA Young Eagles. И мы знаем, многие бойцы даже, когда могут там, досрочно завершить поединок, специально 3 раунда работают, дышат, чтобы приобрести этот опыт и как-то... Ну и это же не последний свои... бой обычно в их жизни, да, поэтому нужно себя физически готовить. Это в том числе ведь бой, это и часть, ну такой, ну это по сути и тренировка для следующего боя. Конечно. Поэтому, да, действительно у многих есть такая задача провести целиком все 3 или 5 отрезков. Завершен у нас второй раунд. Здесь Хасан Бисултанов смотрелся намного лучше, чем в первом. Ну вот какие-то ключевые моменты. Так, раунд под номером 2. Шабдан Сарыков против Хасана Бисултанова. Раунд под номером 3. Конечно же, заключительный и определяющий. Ну да. В общем-то, кто из них лучше сейчас себя чувствует с точки зрения дыхания и физической кондиции? Апперкот хороший от Сарыкова. Да, вообще, ну действительно, достаточно большая редкость начала с апперкота на дальней дистанции. Ну, там относительно других ударов, конечно.
Но сейчас уже мы видим, достаточно многие начинают атаку с апперкута дальней рукой, или вот мне очень симпатично всегда, когда начинают с апперкута передней рукой. То есть условно там апперкут прямой. Очень хорошая связка. Хороший высекающий такой. Здорово. Лоу-кик, да. Выцеливает, уже не спешит бить много ударов. Уже именно выцеливает, чтобы нанести удар наиболее точно. Хасан Бисултанов. Особо не спешат бойцы. Ну а что спешить? В принципе, убедились в силе друг друга. И сейчас уже понимаешь, так как-то нахрапом не возьмешь или просто сломить не получится. Придется как-то переигрывать. А это требует, в числе прочего, сил и внимания. Вот, собственно, они сейчас экономят силы и внимательно смотрят за происходящим. Два лоу-кика. Первый был таким более акцентированным в исполнении Бисултанова. Есть даже покраснение, посмотреть на левом бедре у Сарыкова. Хороший такой левый боковой на скачке. О, и еще один. Попытка пробить, да, локтем даже. В свое время в ACA в старшей лиге очень хорошо Гога Шаматава отметился таким нокаутом. Также локоть с разворота навстречу пробил. Там это прям обошло весь рунет. Ну да, там зашло прям четко. В Краснодаре это было. Да, да. Ну там, правда, надо признать, соперник вышел в последний день буквально. Хорошее колено Бисултанова. Не суть. Это, благодаря этому нокауту такое многообещающее начало было у Шаматава. А потом что-то пошло не так. И потом... Ну, слушайте, Гога в свое время ведь умудрился выиграть Петра Яна в любителях, насколько я знаю. Я уж не знаю там подробностей. Нельзя назвать его таким стабильным спортсменом, но он точно интересный спортсмен. Так или иначе. Поэтому наши ему комплименты, слова поддержки. Вот ждем возвращения на победную стезю. Может быть, кстати, какой-то можно отрезок провести ему здесь, в лиге ACA Young Eagles, чтобы, может быть... Ну, не знаю, согласится ли... Кто-нибудь. Или он сам тоже там определенные финансовые запросы у него, ну, насколько мне известно. Ну, не все финансами меряется все-таки, что в дальнейшем выступать. Нужно немножко почувствовать себя снова на победной стезе. Где это будет, как это будет, посмотрим. Почему мы сейчас об этом рассуждаем? Дают нам такую возможность спортсмены. Не особенно они как-то сейчас стараются развивать атакующую часть поединка. Ну, вот перевода. Хороший вариант, когда не получается проход, делать такое скручивающее движение, и либо доворачивать спортсмена, либо заходить за спину. Ну, посмотрите, урок, да, очень, кстати, толковая, хорошая вещь. Сейчас конкретно просто не получилось. Ну, кстати, часто при повторении этого кувырка все равно получается. То есть не получилось сразу, потом еще раз кувырнулся, оп, уже и получилось. Вот сейчас на прямых ногах, тем более, прям любо-дорого все это делать. И у нас немного до окончания, 35 секунд, меньше уже. И контролирует большую часть этого поединка Бисултанов. Если ему еще сейчас, вернее, этого раунда, если ему сейчас еще удастся уложить все-таки на канвас соперника, это будет очень таким весомым. А вот, кстати, смотрите, контратака Кимурой. Не всегда это проходит как прием, чаще это как разрыв захвата скорее. Но а почему нет? Вполне себе приемы такие тоже есть. И вот еще один кувырок. Уже не из этого, конечно, положения. Хотя вот если сбоку... Нет, теоретически все возможно. И такой история смешных единобор знает. Фрэнк Мир, Родриго Нагиера. Вспомним. Да, завершается этот поединок. Шабдан Сарыков против Хасана Бисултанова. Крайне увлекательный, интересный бой. Кажется, что, наверное, все-таки благодаря последнему раунду победы Хасана Бисултанова. Есть такое ощущение. Ну, благо остается ждать совсем несколько мгновений. Недолго до объявления официального вердикта. Ну да, пока мы просто
смотрели, судьи считали. Считали и что-то да насчитали. Посмотрим. Ну и вот, дорогие друзья, результат. В этом поединке по итогам 3 раундов единогласным решением судей одержал победу Шабдан Сарыков, Кыргызстан. Все-таки Шабдан Сарыков. Круто. Да, но опять-таки судьям виднее.